Гомбажаб Цыбиков. Буддист-паломник у святынь Тибета. Часть 4. Амдотские святыни Кумбум и Лаврам. Монастырь, известный в обыденной речи у тибетцев и у монголов под названием Кумбум, а у китайцев Тасы, монастырь Ступы, в литературе имеет более полное название Кумбум Джамбалинг, то есть мир Майтреи со 100 тысячами изображений, и находится в вершине речки, или вернее глубокого оврага Дзонгха, то есть пать дикого лука. Указатель святынь или адресная книга этого монастыря, книга, которую мы пользовались, делится на 4 части, из коих в первой повествуется об основании монастыря, во второй перечисляются имена настоятелей с краткими биографическими данными. В третьей находится перечень достопримечательностей, в смысле их святости. Наконец, в четвертой указывается польза от поклонения этим святыням. Не входя в подробности третьей части названной книги, указателя, скажем, что, судя по подробному перечню предметов и статуй, все храмы содержат статуи божеств и святых лам, субурганы с прахом, волосами знаменитых лам, принадлежности, одеяния их, престолы, предметы, употребляющиеся у знатных ламаистских святителей и тому прочее. В храмах хранятся ценные экземпляры разных книг. Рассказы об основании этого монастыря связаны с именем великого реформатора ламаизма Цангхавы, фамилию которого можно было бы перевести «Дзонханец» или «Диколукский». Так передают, что на том самом месте, где ныне стоит главная святыня монастыря, Большой Субурган, Ступа, родился в 1357 году сам Дзонгхава, и здесь была пролита кровь от его пупка. Через 3 года после этого на этом месте стало расти сандальное дерево цандан, на листьях которого были видны изображения божеств – львиноголосого, Манджушри, Ямантаки, Махакалы и других. Затем, когда Цангхава был уже в Центральном Тибете, его престарелая мать, скучая по сыну, письмом звала его на свидание. На это письмо матери Цангхава ответил, что если она построит над вышеупомянутым деревом Субурган со 100 тысячами изображений, откуда и название Гумбум, львиноголосого, то это будет равносильно их свиданию, и от этого произойдет великая польза для всех живых существ. Мать исполнила желание сына. В 1560 году лама Ринчен Сандуй Джамсо построил подле Субургана небольшую келью и в ней поселил около 10 своих учеников, число коих затем увеличилось до 30. В 5 году правления минского императора Ван Ли, в год огненной коровы, это 1577 год, был построен храм, в котором была поставлена статуя 12-летнего спасителя Майтреи, по-тибетски Джамбагонбо, сделанная из лекарственной глины. Это обстоятельство послужило причиной происхождения второй части упомянутого выше полного названия монастыря. Храм этот стоит по правую сторону Субургана, смотря от Субургана. В 1583 году третий Далай-лама Соднам Джамсо на вторичном пути к тумецкому Алтанхану посоветовал ламе Цондуй Джалсен Цанбо и местным светским правителям построить монастырь, что и было исполнено. Затем четвертый монгольский Далай-лама Йондан Джамсо на пути своем в Тибет, а именно в 1604 году выселил из монастыря светских жителей. Основанный таким образом, монастырь находится на вершине обращенного на север глубокого оврага, который, в свою очередь, образуется из 2 оврагов, соединяющихся на южном краю монастыря. В
все общественные здания, за исключением сада для летних диспутов, расположенного на правой стороне оврага, находятся на левой его стороне. Среди них самой главной святыней должно считать вышеупомянутый субурган под деревом Цандан, который помещается ныне в особом здании, построенном на фундаменте из серого тесаного гранита, изоблицованного зеленой фаланью кирпича. Дерево, именуемое Сардан-Ченмо, то есть большое золотое дерево, находится в пустоте внутри субургана. Здание это довольно красивой архитектуры, в два света, имеет двойную золоченую крышу. Раньше храм назывался просто Хахан-Ченмо, то есть Большой храм, и название Сырдын-Ченмо получил лишь после того, как лет 15 тому назад была позолочена его крыша. Самый субурган облицован кованым серебром и задрапирован желтым китайским атласом. В верхней части его бумбы вставлена в углубление золотая статуя Санхава вышиной в 1 аршин. Вышина субургана более 3 сажений. На нижнем четырехугольном основании субургана, а также на отдельных подставках группируются многочисленные статуи и маленькие субурганы с прахом знаменитых лам этого монастыря. Перед субурганом на длинной синей доске в роскошной резной и позолотой раме находится надпись на одном китайском языке. Здесь же поставлен стол, скамейка с бесперерывно горящими большими светильниками, среди коих 1 золотой, 2 серебряных, 1 каменный, а остальные из желтой меди. Кроме того, набожные богомольцы постоянно ставят перед святыней светильники, покупая их здесь же готовыми по 5 китайских чохов каждый, менее 1 копейки на наши деньги. У здания 3 двери, обращенные на восток, а над ними устроен навес, под которым на гладком деревянном полу богомольцы совершают земные поклоны, растягиваясь на земле всем телом. В сажениях в 2 от дверей находится другое дерево, которое, как верят, имеет 1 корень с заключенным в субурган цанданом. На коре молодых отростков этого дерева более или менее ясно видны тибетские буквы желтого цвета. Про происхождение этих букв, однако, никто из европейских путешественников не дает положительного объяснения. Верующие, конечно, не сомневаются назвать их самопоявившимися. Мы же скажем, что должен представлять какой-либо интерес только способ, каким воспроизводят так искусно буквы на древесной коре. Рядом с этим храмом направо стоит небольшое здание с зеленой черепичатой крышей, в котором помещается вышеупомянутая статуя 12-летнего Майтреи. А налево такое же здание, называемое Джовахан, и заключающее в себе статую 7-летнего Майтреи с 3 его главными спутниками, а также изображение Джово, которое в смутное время произнесло слово китайскому войску. Немного впереди последнего храма стоит также черепичато-кровельное здание, в котором поставлены статуи страшных охранителей учения, как однолицые Джигжет, Чагдар, Хамо, шестирукий Махакала, Кшетрапала, Демчог и другие. Перед зданием, прикрывающим субурган, находится Сокчен-Дуган или сборный дом Великого Собрания, где происходит общее собрание монахов всего монастыря. Он чисто тибетской архитектуры, золотой крыши, упоминаемой Потаниным, я не видел. Ниже по оврагу в отдельном дворе растут такие же деревья цандан и также с самобытными буквами. Листья этих деревьев после спада тщательно собираются ламами, блюстителями храма Шабдал-Хахан, то есть храм долголетия, буквально прочности ног, построенного для чтения молитв и долгоденствия 7-го Далай-ламы Галсан Джамцо. Листья продают набожным богомольцам, верующим, что они, употребленные как чай, облегчают роды, в особенности при замедлении последов, так как здесь
по преданию, был зарыт послед матери Цанхавы. Еще далее, по тому же оврагу, находится храм Наэчун-Чоэджона с китайской надписью, которую можно перевести «Величественная добродетель блестяще правит». Он впервые построен в 1692 году и заключает много изображений хранителей учения и предметов, относящихся к их культу. В этом храме прежде не спускался дух одного из хранителей учения, царя Бехара, называемого чаще Наэчун-Чоэджон, но во время мегометанского движения лама-прорицатель его, спустив его хранителя, в экстазе кинулся во вражью рать и был убит. С тех пор Чоэджон уже ни на кого здесь не спускается, что объясняется его гневом на монахов Гумбума, которые принимали активное участие в борьбе с мегометанами, нарушая таким образом заветы своей религии. Что касается учебной части, то монастырь имеет у себя 4 дацана или факультета – богословский, медицинский и 2 мистические – Дуинхор и Джут. Основание богословского или саннитского факультета относится к 1612 году. В настоящее время саннит изучается под руководством Агван Сондуи, первого перерожденца лавранского Джамьян Шанба. Лишь на 8-м году учения отделяются изучающие цанит и по толкованиям сарецкого Джибзунбы. Особого здания для этого факультета не существует, и учащиеся собираются в обширном дворе храма Джамьян Кунси подле Цокченского дугана, а в дурную погоду пользуются последним. Летом собираются в особом саду, о коем упомянуто выше. Медицинский факультет, по-тибетски Манбатацин, был задуман чупсанским перерожденцем Лобсон Данбэ Жалсаном, 18-м настоятелем Гумбума. Но впоследствии возникших тогда в Кукунуре беспорядков не был открыт. Открыт же он был лишь после умиротворения этих беспорядков, и основателем его называют врача Няндак. А время определяется 50-ми годами XVIII века. Здание его находится по левую сторону Цокченского дугана. Факультет Дуинхор основан при 51-м настоятеле Гумбума Агван Джамьянван Джал около 1825 года и посвящен мистическим обрядностям, относящимся главным образом к божеству Дуинхор, по-санскритски Калачакра. Здание его по правую руку от Цокченского дугана. Наконец, 4-й факультет Джут находится ближе к верхнему краю оврага и основан в 1649 году ламой Легва Джамсо по образцу первого мистического дацана в Лхасе, именуемого Джудмат. В этом дацане хранится череп матери Цанхавы, на котором само по себе явилось слово «хум». Он обделан в золото в виде чаши габала и обращенный кверху содержит в себе зерна риса, которые раздают богомольцам, как священные, имеющие силу исцелять болезни. Кроме того, говорят, что эти зерна сами размножаются, почему они очень способствуют обогащению своих владельцев. Вследствие строгости своей дисциплины факультет Джудмат привлекает очень мало слушателей. Всех духовных в Гумбуме не более 2000, причем более всего духовных из Южной Монголии. Конец 4-й части. Продолжение следует.